Состояние больных тяжелое, ведется интенсивная терапия, подтверждение COVID-19. Покажем первые кадры из местной больницы, первичный осмотр и лечение зараженных коронавирусной инфекцией в Ингушетии. Сегодня решили полностью весь город сделать химочистку. Сегодня зачищали Назрань, обезвреживали от вредоносного вируса улицы и дороги города. Такая работа будет проводиться по всему региону. Поменять, вот другая пошла. Только я сняла, вот видите. Наденьте уже эти маски и перчатки. Фармацевты и продавцы, консультанты и реализаторы. От ваших мер безопасности зависит будущее потенциальных клиентов. Маски ухань, это да, ариал школе, маски не ариал школе. Благотворительный фонд «Тешим» радует своих подопечных, раздают респираторы и продукты первой необходимости. 36-й полк пошел на передовую сразу во время объявления войны. В тяжелых боях он получил ранение. Они прошли испытания и похуже нашего. Лица победы напоминают о хрупком мире и жесточайших боях за Родину. Здравствуйте, это новости 24. Пульмонологи, реаниматологи, терапевты, педиатры, лаборанты и инфекционисты. Эти врачи сейчас работают в режиме ЧС. На передовой, конечно же, медсестры и медбратья. Именно эти люди находятся в непосредственной близости к очагу заболевания, контактируют с зараженными. Напомню, 5 инфицированных жителей Ингушетии сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии. К нам попали эксклюзивные кадры из больницы, где проходят осмотр и лечение больные коронавирусом. Репортаж нашего корреспондента. Днем и ночью в сложнейших условиях приходится трудиться республиканским врачам в этот непростой период. Вероятность передачи коронавирусной инфекции от заражения пациента здоровому, несмотря на все предпринимаемые меры безопасности, остается высокой. Средств для защиты на данный момент в достаточном количестве, мы достаточно защищены. Я сама непосредственно принимаю участие в лечебном процессе. При всех этих рисках лечить заболевшего все же их обязанность. Сейчас в реанимации находится 5 человек с подтвержденным диагнозом. 10 апреля в отделении реанимации 5 больных. Состояние больных тяжелое, ведется интенсивная терапия, подтверждение COVID-19. С каждым, у кого есть подозрение на инфекцию, врачами проводится беседа, в которой они пытаются установить причину повышенной температуры. Кроме того, необходимо выяснить, приехал ли человек с территории очага распространения инфекции и с кем в последнее время контактировал. Аллергия на лекарства есть? Вредные привычки есть? Здесь же на месте, в специально отведенной комнате, врачи в полной экипировке, соблюдая все правила безопасности, делают тест-анализ предположительно инфицированным пациентам. 5 являются реанимационными больными, состояние их стабильно тяжелое. Остальные у нас находятся в работе. В таких сложнейших условиях, сопряженных с риском для жизни, приходится работать нашим врачам. Доктора призывают жителей республики в период карантина оставаться дома, ведь неизвестно, где этот вирус мы можем подхватить. Убедительная просьба гражданам нашей республики перестать верить в эти мифы, что вирус COVID-19 не существует. К сожалению, на сегодняшний день у нас достаточно инфицированных больных. Все они находятся на стацлечении. Щейдуктах, остерегайтесь скопления людей, массового скопления. Максимально изолируйтесь. У каждого из нас дома есть родители, маленькие дети. У них слабый иммунитет. На сегодняшний день нам предоставлена возможность находиться в режиме карантина. Давайте не будем его нарушать. Тем самым мы сможем с вами избегать массового распространения и защитим каждого из нас. Всего в стране выявлено 11 917 случаев заболевания. 795 человек выздоровели. Ну а последние данные о ситуации в Ингушетии сообщат в Роспотребнадзоре. По состоянию на вчерашний день было отослано 33 пробы всего. С начала наблюдения на подтверждение. Из них
На сегодняшний день у нас получено подтверждение по 29 случаям, 4 пробы не подтверждены, диагноз. Еще направлено сегодня утром 7 проб на подтверждение в Ставропольский противочумный институт. Но еще лаборатория работает, там готовится ряд проб, которые сегодня у нас пока считаются сомнительными, но будет перепостановка этих проб. И, видимо, на завтрашний день будут транспортироваться еще ряд проб для подтверждения диагноза в Ставрополь. Всего на наблюдении на сегодняшний день по республике находится в условиях домашней самоизоляции 326 человек. 31 человек госпитализирован в специализированный стационар. Все уже знают, наверное, что специализированный стационар – это Назрановская районная больница, куда госпитализируются у нас подтвержденные случаи и случаи с подозрением, в случае наличия клинической симптоматики, подозрительной на это заболевание, нового коронавируса. Из всех госпитализированных 5 человек находятся в реанимации. Это диагнозы пневмония с тяжелым течением. То есть, если до вчерашнего дня это был 1 человек в реанимации, то у нас за сутки добавилось несколько человек. Кроме того, в провизорном отделении находится несколько человек. Там сейчас идет постановка проб, то есть подтверждение либо опровержение диагноза. На сегодняшний день у нас 3 семейных очага. В одном очаге 9 человек, в другом очаге 8 человек и третий очаг 6 человек. Но все они, в общем-то, в достаточно удовлетворительном состоянии. Сроки закрытия очага мы отслеживаем. В том случае, если по срокам, как положено по регламенту, будут отрицательные результаты обследования всех, кто в этом очаге находится, то очаг закрывается эпидемически. Сегодня нужно сказать, что вот если мы раньше четкая связь была с теми, кто приехал, сначала это были приезжие из-за границы, потом это были приезжие из крупных городов. Сейчас эпидемический процесс, к сожалению, переходит в ту фазу, когда мы четкую такую границу уже проследить, четкую ниточку проследить не сможем. То есть бесконтрольное распространение внутри уже живущего здесь контингента населения. Под особым ударом у нас находятся сегодня медицинские работники. У нас в этом направлении ведется работа, и, к сожалению, сейчас есть и медработники, у которых есть положительный скрининг, которым будем отправлять на подтверждение. Поэтому одновременно нами, в общем-то, взаимодействуя с министерством, проводятся активные мероприятия, в лечебных учреждениях проводятся дезинфекционные мероприятия по типу заключительной дезинфекции. Принимаются дополнительные мероприятия для того, чтобы медперсонал был защищен от заражения. Планируется даже перевод некоторых отделений на круглосуточный режим работы для того, чтобы медработники в течение 2 недель не выходили из этого отделения с проживанием, чтобы не было заноса из семьи в лечебное учреждение или из лечебного учреждения, наоборот, врачи, которые контактируют с больными или с условно больными, нечаянным образом как-то не послужили источником заражения своей семьи. К сожалению, вот на сегодняшний день по анализу того эпидемического процесса, который протекает тут конкретно на территории нашей республики, можно сказать, что все наши предположения подтвердились. К сожалению, наиболее тяжело болеют люди старшего возраста. Это не обязательно, скажем, 65 и выше. Это люди 50 лет, 60 лет, ну и старшее поколение еще, которые старше, тоже болеют. Поэтому еще раз хотелось бы обратить внимание. Большая часть тех, кто у нас бессимптомно болеет, то есть это люди зараженные, у которых уже есть подтверждение из референс-центров, молодая часть населения, они или бессимптомно болеют, или у них очень легкая симптоматика была, первоначально просто поднялась температура, и потом они себя прекрасно чувствуют. Это приводит к тому, эти люди стараются, и, в общем-то, их знакомые, может быть, и просто те люди, которые не задумываются даже над тем, что они делают, распространяют разные фейковые записи в популярных сетях о том, что заболевание не такое страшное, о том, что на самом деле всего этого нет и так далее. Но для того, чтобы узнать, заболевание на самом деле тяжелое или нет, наверное, им надо обратиться к родственникам тех 5 наших пациентов, которые лежат сейчас на реанимационных койках, и родственники которых переживают за них, не зная, какой исход будет. Дал Машелу, смог же Милолчин. Но тем
кто так вот халатно относится и к своему здоровью, и к здоровью окружающих. Просто хочется еще раз попросить их быть гораздо внимательнее, обратить внимание на то, что творится во всем мире, обратить внимание на то, что публикуется каждый день. Еще раз хочу отметить, такой вот информационной открытости, как сейчас вот с этим заболеванием, мне кажется, это никогда не было в мире, за историю человечества не было, и столько средств массовой информации не было, и такой открытости не было. То есть делается все, чтобы люди приняли к сведению то, что происходит. Человек думающий, человек, умеющий рассуждать, посмотрев вокруг, послушав людей, послушав специалистов, наверное, должен для себя сделать определенные выводы. Поэтому еще раз, хотя, я думаю, это 1000 раз, миллион раз уже разные специалисты призывали, и не только специалисты, но и общественные деятели, религиозные деятели. Наверное, хоть кого-то надо послушать, если все говорят о том, что нужно заниматься профилактикой. Нужно беречь себя, свое здоровье и здоровье своих близких людей. Уважаемые жители Ингушетии, вот телефоны горячей линии, представленные Министерством здравоохранения региона, по которым вы можете позвонить при недомогании. При первых признаках повышения температуры, озноба, кашля, першения в горле или насморка просим ограничить возможные контакты и обратиться по телефонам в местную амбулаторию, озвучить свои жалобы по номерам, которые вы сейчас видите на своих экранах. Сегодня второй раз отменили коллективную пятничную молитву. Это вынужденная, временная мера, принятая, чтобы инфекция не распространялась. В мечетях непривычно пусто, но все равно звучит Коран. Имам центральной мечети Назрани Хазар отметил, что во время карантина лучшее, что может сделать мусульманин, это беречь себя и других людей. Также он добавил, что нам всем необходимо слушаться рекомендаций врачей и соблюдать меры, предпринимаемые властями, чтобы предотвратить распространение болезни. Twee merken, massoolj alam sago, ween hadden job de, zo hebben we barten tenen, als barter malade, ademe, scheetsage, lames die. Kayol schade, erskade doet schade, wee kijk daar vat nagek. Lames a kijk je joa muazin hawa mollal kijk er soster dacht twee. أم بعد سماجدي ولي خاخو مؤذن ده احتلامز ده سطح قاشم ببوي نخ ماجدي تسوق شيء صغير أدوي أن سطح صوصم خم مصبوش عالم يخ تاقتخنا أزموتك ده آل أدمن خلد أزموتك ده آل هنت أسخل وي مليقا يولجوا خ وي ملبيا بولجوا حيخم أدمن بابي ماجدي حدول ياخش خلخانش خنيوي ماجدي وي مخك شوانسك ماشواتش ارع ولسك ماشواتش صغسك ماشواتش ام بغدا ازبوغ بلي تسعن سكوندا تسعن مينوتا وي خطبه تحتصدواقش وي لامز تحتصدواقش لامز لور دادوي ماجدي لور دادوي ام بغدا تخن قيكرل در مالغدا ويك تخن ويك يوخص ماجدي دعاقيلا عبادته شد عدول ديت يوخد سويك ماجيش دوغ دي يوخد سويك حجي نج داقول يوغي يوخد سويك تغن ويك حدش دوق امال ملغده ادم لوردي يوخويك ادم لوردي ان ويك حدش اس امال خلچ ودرج دنيا درجه از لزر خلچ وي مخ تو لزرا سموغش بولش وش بان حنس ديك تو نخ خلچ وي لوردل ديت زوي وي از متگي تصا خيتري موتري دوتش موتر خيتر سا نقبي شاتسي هني يالچه موترو بغدوش حما قاشم بت موتروي خيتروي سدوحچه زن ثانيه نقبي باتسي زن دوت دوي تهن لورج حدش دوق امياله وين قاشم ب وي لورج تهن وبلخ حجب لورج سوغوت ب دال حمل ديتش دينا وي قمل حق دوسر ناه لورلي الياخش اشت ve yurtta ve hakimiz adil paçah oraha bokul nahag dihir diye nah dakit biye dakitiş nah xozadırız dikadırız bokul nahag tsaq ibadet di aliyahaş es qaykırıldı ve gidiş es qaykırıl hayatı dedzvey Allahu
Хазыр Целоев настоятельно просит население по возможности не посещать места массового скопления людей, быть терпеливее друг к другу в это непростое для всех нас время. Но он призвал жителей, а также меценатов, проживающих за пределами республики, оказывать поддержку врачам и малоимущим семьям. سكجي دخشاش دليل يوقن بوتسلي بيلا حدعوها يخي دقيتش صحة يوالي صد يول اشت حد ولج دشان ازلزر بقول دهي دول ادن دهي دول رغه كل هردالر دشان يوخ تحور بيغمر اصحابش يا خاتس ديك يخشار يا خاتس عالم ناخ يا خاتس تخن عالم ناخ يوخ لورج يوخ ام بعد حو يخير سوس ادا يخير حوالي صحة يالت حق الهروال السند تخن لزري بول تاخوي قوش عدو حماج مديوي صغعي يا خر صدخل يا خر كست لامس كرداخ يا خر كل جزدل يا خر از قوش عدو بحنج ده ام بعد وزي واقي وش داله ق بحنج اوتاد وين وي مصدوش حمغه موج حمغه وي كل حرداد دولش وي لورد دولش اخيت ميوش الله هو عباده نعرج دق الى يحتوين عباده نعرج الى لاتوين قش بس مالادس حنز ve yaxış bes sağ Kur'an dişirdi. Şaladır maladı sağin hamdalardı. Tağını o derik dünyanın o haber deytirler. Kalbısa boşnaha hocış, kalbısa boşnaha sağin hamluş. Ve dişirdiler. Tağın ar boluş yatış. Sağ in nagahsan nahbali. Teypin ijbali, yurtır ijbali. Molla missak izvali. Ve dişirdi nahıgı hac. احتو بولشو حرحو احتو بولشو دوغليه دوغليه مولا برزليه تخن ايشش دوش حمنه مسكشناها وارصقدان حج دزويه تخن دزادوش عبادت ازدوين وي Москве деха эжболш вей гылгы кегишлах цатсынок осла хам дейт больнице дейттен хагызыч ча хос хеттвин кыбымы бивей арах Дукку нахмы бивей таруны жолуш араха дукку эхту болуш годи дидзи болуш цунаха кайкырылды дервей боколы лурыш годи мискишнаха годи калвусар сага годи цухамын хаж таганы дикхам хади эхту бувей. Специальные патрули ездят по улицам, предупреждают население о необходимости соблюдать карантин. Ну а коммунальные службы проводят дезинфекцию дорог, улиц, подъездов. Мы уже показывали, как эта работа поставлена в столице. Теперь репортаж из Назрани. Идрис Ижиев с подробностями. Подходит к концу вторая карантинная неделя. Несмотря на все меры безопасности, вирус продолжает распространяться. Поэтому властями региона было принято решение не только обеззараживать помещения, но и улицы. Администрация Назрани также включилась в борьбу с эпидемией. Вот эти 2 недели занимались химобработкой подъездов, административных зданий. Но сегодня решили полностью весь город сделать химочистку. Мы сейчас начнем с проспекта Базоркина, и уже в течение дня, я думаю, в течение нескольких часов мы уже обработаем все главные улицы города, потом займемся остановками и всеми подъездами многоквартирных домов. С раннего утра подготовлено 5 единиц техники со специальными распылителями. В первую очередь обработке подвергаются улицы с большой проходимостью граждан и автомобилей, а маршрут спроектирован так, чтобы дезинфицировать максимальное количество километров. Каждая фура дезинфектора отвечает за определенную территорию, а обработка совершается на средней скорости с большим диаметром обхвата. Дезинфекцию дорог и тротуаров для снижения угрозы распространения COVID-19 проводят сотрудники ЖКХ под руководством администрации города. По словам представителей мэрии Назрани, сложносоставленная химическая жидкость, которая обрабатывает улицы, безвредна для человека. Однако надо соблюдать специальные ограничения. Он безопасен, потому как сама дозировка этих растворов, она тоже согласована с Роспотребнадзором республики. И в других регионах мы согласовывали это, советовались, какими растворами они делаем. Но на сегодняшний день это самый эффективный раствор. Бороться с распространением инфекции будут несколько раз в неделю. Помимо дорог и тротуаров, администрация Назрани берет на себя обязанность обрабатывать подъезды многоквартирных домов, которые не обслуживаются управляющими компаниями. Мэрия города призывает жителей проявить сознательность и в период дезинфекции воздержаться от выхода на улицу. Идрис Ижиев, Хамзат Халухоев, Новости 24.
В самом начале эпидемии Минздравом страны было озвучено, что дети – это та категория граждан, которую вирус обходит стороной. Но, правда, они могут быть потенциальными носителями. Со временем вирус мутировал, дети начали заражаться. В группе риска сегодня объявлены абсолютно все, от мала до велика. К жителям республики обратилась старший инспектор Любава Чугина с просьбой следить за безопасностью детей в период режима самоизоляции. Уважаемые жители республики, я обращаюсь к родителям детей и подростков от имени руководства Министерства внутренних дел по Республике Ингушетия и от себя лично. В мире, в стране, в нашей республике набирают силу опасная болезнь, вызываемая новым коронавирусом. Правительство Российской Федерации, а вслед за ними и глава Республики Ингушетия приняли решение об усилении мер предохранения от заражения вирусом. В Ингушетии введен режим полной самоизоляции, и это означает, что все, за исключением занятых в сфере обеспечения, должны находиться дома и не выходить за его пределы без острой необходимости. Допускается покидать место жительства, соблюдая меры предосторожности в продуктовые магазины и аптеки. Тем не менее, мы все видим на улицах наших городов и сел гуляющих детей и подростков. Как уже известно, дети по статистике легче переносят заболевание новым коронавирусом, но при этом они могут заразить своих пожилых родителей, бабушек и дедушек, которые, наоборот, переносят эту болезнь тяжело. Будьте благоразумны, не считайте, что вас обойдет беда, будьте готовы к опасности заражением новым коронавирусом. Предпринимайте все рекомендованные медикам меры предосторожности. Носите санитарные маски, используйте дезинфицирующие средства, а главное, следите за детьми и заставляйте их мыть руки чаще, чем обычно. Ответственно отнеситесь к наступившей опасности. Оставляйте детей дома. Мы, руководство и сотрудники Министерства внутренних дел по Республике Ингушетия, напоминаем вам об ответственности за ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей по содержанию и воспитанию детей, предусмотренное частью 1 статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях. Берегите себя и своих детей. Повышенные требования безопасности предъявляются к работникам торговли, структурам жизнеобеспечения, магазинам, аптекам. Об этом неоднократно в своих обращениях заявлял глава государства. Ответственность за свое собственное здоровье, а может и жизнь, должны понимать сами граждане. Личная гигиена и дезинфекция помещений – это простейшая, но вместе с тем необходимая мера. Все ли их соблюдают, решила выяснить Диана Дударова. У всех предприятий, учреждений, общественных организаций продолжаются вынужденные каникулы. Только продовольственные магазины и аптеки принимают своих клиентов в прежнем режиме. Осуществлять свою деятельность им на период карантина государство разрешает. Но вот пренебрегать правилами защиты и санитарии категорически нет. Так, картина в Карабулаке складывается такая же, как и в других городах республики. Кто-то пользуется средствами защиты, другие считают это ненужной мерой. Рынки и места массовых скоплений людей здесь закрыты, работают небольшие торговые точки. Поменять, вот другая пошла. Только я сняла, вот видишь. На этой лавке хоть и допускают нарушения, но понимают, что все эти меры призваны в первую очередь обезопасить самого себя, а после и своих покупателей. Но встречаются и те, кто вовсе не принимают всерьез положение с пандемией. А нету, правды нету. Ситуация в супермаркетах складывается такая же. Кто-то только собирался идти за маской, другие вообще не видят в этом смысла. Я только сняла маску, я уже устала от этой маски. На мне фартук, на мне перчатки, сейчас я маску одену. Считаете, что нужно носить маску? Правда, все не так уж и плохо. В городе действительно можно встретить торговцев, которые никоим образом не пренебрегают мерами предосторожности в период пандемии и своевременно проводят дезинфекцию в своих торговых залах. Утром есть, потом обед, потом 16 и под вечер. Амадина Бештоева рассказывает, что средствами защиты пользовалась и до объявления усиления мер предосторожности. С тех пор, как начала работать в сфере торговли, маска и перчатки стали обязательными атрибутами ее униформы. И раньше пользовалась, потому что деньги это вообще постоянно пользоваться индивидуальными средствами. Перчатки, маска,
Также защищаться в период распространения коронавируса должны и фармацевты. Только вот в этой аптеке нашей съемочной группе вести съемки не позволили. Такое поведение объясняет уровень компетентности работников. Не понимают, что, препятствуя законной профессиональной деятельности журналиста, нарушают федеральный закон о СМИ. Вызвана ли такая реакция несоблюдением мер предосторожности или чем-то другим, остается гадать. А вот работникам следующей аптеки скрывать нечего. Здесь фармацевты обслуживают своих посетителей только в средствах индивидуальной защиты. Однако людей в масках на улице едва встретишь. Если еще в первую неделю карантина мало кто выходил без средств защиты, сейчас же таких остается все меньше. Побывав в магазинах города, сложно поверить, что в мире объявлена пандемия. А мы не боимся ничего, кроме его. Такая разница, когда умирать, все равно пожирать надо. И так, разницы же нет. Радует то, что среди жителей все-таки есть люди, которые осознают всю серьезность ситуации с новым вирусом. Понимают все меры предосторожности, которые объявлены не только Минздравом страны, но и Всемирной организацией здравоохранения, направлены на предотвращение распространения коронавируса. Сознательные люди должны понимать ситуацию, потому что ситуация на самом деле серьезная. Должны беречься ради себя, ради своих родных и, в общем-то, для всех. А вы ходите часто на улице? Ну, по необходимости. То есть, если в больницу надо, или купить что-то. Ну а улицы Карабулака с каждым днем становятся все более оживленнее, как и в других городах. Количество зараженных коронавирусом в республике за последнюю неделю увеличилось втрое. В целях нераспространения COVID-19 власти региона и надзорные органы призывают не нарушать правила карантина, выходить только по острой необходимости и пользоваться средствами индивидуальной защиты. Напоминают, не столкнуться с горьким опытом других стран и избежать реальных жертв коронавируса в наших руках. Диана Дударова, Магомед Шухалов. Новости 24. О профилактических мерах, принимаемых христианскими священнослужителями в связи с распространением эпидемии коронавируса в республике, рассказал священник храма Покрова Пресвятой Богородицы в городе Сунжи иерей Андрей Мисюра. Он, как и другие настоятели Сунжинского храма, придерживается рекомендаций, полученных от Русской Православной Церкви, а также от региональных и федеральных властей. До прихожан те меры предосторожности, меры безопасности, которые касаются их здоровья, здоровья окружающих, чтобы все это соблюдалось, да, чтобы принимались эти меры и чтобы эта инфекция по возможности, да, как-то с минимальными какими-то затратами человеческого здоровья присутствовала в регионе и в стране. Поэтому, соответственно, конечно, это и ограничения при организации массовых мероприятий, да, их недопущения на этот период. То есть это рекомендации людям находиться дома, да, внимательно соблюдать и дезинфекцию проводить, быть осторожным, дистанцию соблюдать по отношению к тех, кто находится рядом с ними, в магазинах, в общественных местах, которые люди посещают по мере их необходимости, аптеки, да, и так далее. Поэтому в этом смысле церковь придерживается этих рекомендаций, и продолжает молиться, священнослужители продолжают молиться и совершать божественную литургию, таинство церкви, молясь и о нашей стране, и о нашем многонациональном народе. Фонд «Тешим» проводит акцию «Ты не одинок». Сотрудники и волонтеры фонда в специальных средствах защиты выезжают на дом к пожилым людям. Как известно, в период пандемии они находятся в особой группе риска. Также им крайне нежелательно посещать общественные места. Чтобы эта категория граждан не обременяла себя походами в магазин или в аптеку, волонтеры фонда на период самоизоляции проводят мониторинг их условий жизни и здоровья. Обеспечивают одиноких стариков продуктами первой необходимости. Акцию намерены проводить до окончания карантина. На время карантина мы будем как можно чаще проводить подобные акции. Всего по базе у нас около 50 пожилых людей, оказавшихся одинокими по тем или иным причинам. В проведении этих акций нам огромную помощь оказывают волонтеры, за что мы им выражаем благодарность. А также от лица всех сотрудников фонда мы хотим призвать жителей республики в это тяжелое время оказать поддержку друг другу, а также тем, кто оказался в тяжелой ситуации.
В рамках акции волонтеры фонда раздали пожилым людям средства индивидуальной защиты на случай, если им все-таки придется выйти из дома. Лица Победы – экспозиция, ярко демонстрирующая нашу историю. Это судьбы отважных людей, тех, кто защищал свое отечество и воевал за будущее следующих поколений. Ну а сегодня мы обязаны вспомнить о них и прочувствовать подвиг каждого. Истории двух героев 40-х – Абдурахмана Умарова и Усмана Белхароева в репортаже Тамары Хашагульговой. Вот они, драгоценные семейные реликвии. И кажется, всю войну можно проследить по эпизодам из жизни конкретных людей. Для Макшарипа и Рашида Умаровых эти пожелтевшие документы и несколько фотокарточек. Единственное документальное свидетельство подвигов их дяди Абдурахмана Садуловича. Они знают его только по рассказам близких и родных. Его боевой путь начался еще в 1939 году, во время русско-финской войны, вслед за которой последовала Великая Отечественная. Старший лейтенант 147-й стрелковой дивизии прошел ее почти всю. С 1941 года по 1944 году он воевал, начиная с Ростова. Аблиевск, Шахтинск, потом Воронеж. В этом Шахтинске он был ранен. После ранения его забрали в госпиталь в развернутом, это в Саратове. В Саратове он вылечился, опять рапорт подал, ушел снова на фронт. И прошел он 147-й, 146-й, 166-й, 49-й, 4-й Украинский фронт. Везде Прибалтику. В 1944 году жизнь Абдурахмана Умарова оборвалась в 26 лет. Долгие годы он числился пропавшим без вести, но родственники не теряли надежду, искали. И, наконец, 18 лет назад бесконечным поиском пришел конец. Им удалось найти могилу дяди. Похоронен в станции могила номер 5. И позже они, ребята поехали, думали, может быть, его откопать, хоть какой-нибудь там, хоть кости, что-нибудь привезти домой и перезахоронить возле братьев. Но это не получилось, потому что они его, как болотистое место, они его там раскопали, значит, сделали общую могилу. Все равно, хоть перехоронили, но все равно ездят. И здесь дома, значит, они сделали поминки ему. Вот, и все помнят его. Люди, которым мы обязаны свободной страной. Сотни фотографий и имен, которые творили историю. Магомед-Гирею Белхароеву было около 3 лет, когда началась война. Можно сказать, он знает о ней из уст своего старшего брата Усмана Белхароева. Его призвали в армию в мае 1941 года, а буквально через месяц началась Великая Отечественная. Наравне с остальными советскими солдатами он встал на защиту страны. Красноармеец Белхароев служил в Костромской области в составе 363-го полка, принимавшего участие в самых ожесточенных боях. 36-й полк пошел на передовую сразу во время объявления войны. В тяжелых боях он получил ранение и попал в госпиталь города Удмуртский СССР. И там лечился он. После выздоровления он хотел его демобилизовать. Дальнейший боевой путь Усмана пролегал уже в финском направлении, к блокадному Ленинграду, где бои за жизнь длились долгих 872 дня. Красноармеец оборонял дорогу жизни, когда поступил приказ от командования ликвидировать группу немецких солдат, расположившихся около Ладожского озера. Значит, немцы купались в пределах 30 с лишним человек. И была выставлена охрана 2 автоматчиков немецких. И в то время они передали по рации, что вот так купаются немцы, значит, находится охрана. Им дали указание сосредоточиться и ликвидировать охрану. После этого и всех остальных уничтожат. Им была объявлена благодарность за выполнение такого поручения. Он говорит, как кареты были, вот кареты, и там он стрелял, говорит, и немцы вот на это кареты приехали и падали, говорит. В 1944 году Усман получил серьезное ранение. Это было уже 2-е за всю войну. Он был демобилизован и выслан в Казахстан.
В депортации Усман женился. Вместе с супругой они воспитали 7 детей, 3 сыновей и 4 дочерей. Уже в 1956 году он со своей семьей вернулся на родину. В Ингушетии он прожил еще 43 года. Работал бригадиром в совхозе. Его подвиг, как и подвиг сотни тысяч других советских солдат, помнят и чтят по сей день. Тамара Хашагульгова, Новости 24. Известная певица Алика Богатырева обращается к жителям Ингушетии с призывом не нарушать карантин. Здоровье в приоритете. Обращаюсь к каждому. Пожалуйста, оставайтесь дома. Я понимаю, что в такую весеннюю, солнечную погоду хочется гулять, ходить в гости, встречаться с друзьями. Но сейчас я попрошу вас этого не делать. Ведь каждый из нас может повлиять на эпидемиологическую ситуацию в своем городе, в своей республике. У нас есть реальная возможность поспособствовать сохранению жизни человека. Мы должны помогать друг другу. Важно помочь и медицинской сфере, чтобы не было огромного наплыва пациентов в больницах и всем была оказана своевременная помощь. Берегите себя и своих близких. Будьте здоровы! Оторваться от компьютера, телевизора и самоизолироваться на природе. Карантин – это время, которое можно посвятить своим родным и провести с пользой для души. Как это делает, к примеру, семья Базоркиных. Они решили изолироваться от всего мира и нашли для этого лучшее место. Дети наслаждаются, да и вообще все мы наслаждаемся свежим воздухом горным, пьем родниковую воду. Честно говоря, всем желаю такого карантина. Вместо изоляции в 4 стенах – изоляция в горах. Для семейства Базоркиных это прогулки на свежем горном воздухе и завораживающая природа, поднимающая настроение. Ой, как жалко наступать на них. Весенняя пора и отдых от повседневной суеты для творческого семейства – еще источник вдохновения. К примеру, для самых маленьких телезрителей Зара Базоркина приготовила небольшую сказку, сочиненную в их семейном кругу. Жил-был мальчик. Каждый день пас он в горах баранов и строгал от скуки разные фигурки. Однажды вырезал он из дерева турс маленького всадника. Ничего не забыл мальчик, даже кинжал ему из щепки на пояс подвесил. Затем поставил джигита на камень, а сам задремал. Велосипедные прогулки, обед, организация досуга. Базоркины призывают и всех жителей не пренебрегать мерами безопасности. Советуем всем соблюдать все необходимые меры предосторожности, так как ситуация на самом деле очень неспокойная по всему миру. Мне кажется, очень глупо люди, которые не оценивают и не верят во все, что происходит сейчас. Мне кажется, это очень неосмотрительно с их стороны. И давайте будем разумными и потерпим какое-то время. Это во благо нашего здоровья. Берегите себя и своих близких. Да, лорда Олдвей, Волчама. Дана Плиева, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетии и не болейте.